Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии проходит осенний призыв в армию. В Гагре прошло заседание Комитета органов внутренних дел приграничных регионов Абхазии и России. Близится к завершению работы по замене канализационных и водопроводных труб возле республиканского стадиона. В Абхазии проходит осенний призыв в армию. В соответствии с указом президента с 1 октября на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. В мероприятиях, связанных с призывной кампанией, участвуют главы администрации городов и районов, МВД, Минздрав и Министерство просвещения. На первом торжественном построении призывников поприветствовали представители Министерства обороны, столичной администрации и ветераны Отечественной войны. В завершении призывники возложили цветы к мемориалу погибшим в Парке Славы. С 1 октября во всех районах проводились и проводятся по сегодняшний день призывные медицинские комиссии. И сегодня у нас первый призыв республиканской комиссии. То есть это первая отправка наша в учебный центр Министерства обороны. Медицинская комиссия республиканская укомплектована всеми специалистами. На сегодняшний день почти все районы отметились, прибыли. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение об организации в октябре-декабре призыва на военную службу граждан Республики Абхазия. Министерством обороны, внутренних дел, просвещения, здравоохранения, а также районным и городским администрациям необходимо обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом. Информацию об итогах Минобороны должны представить в Кабинет министров в течение 15 дней после окончания призыва. С 24 по 26 октября Министерство обороны Абхазии совместно с МВД на территории Гагрского и Гудаутского районов проводят командно-штабные тренировки с привлечением сотрудников управления внутренних дел по Гагрскому району и Гудаутскому району отдела внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. В Гагре прошло заседание Комитета органов внутренних дел приграничных регионов Абхазии и России. По итогам встречи подписан протокол, который позволит консолидировать дальнейшую межведомственную работу. Подробности в материале пресс-службы МВД. В Гагре состоялось заседание Комитета внутренних дел приграничных регионов Министерства внутренних дел Республики Абхазия и Министерства внутренних дел Российской Федерации. На границе делегатов встречали первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Руслан Ажиба, заместители министра полковник Беслан Чкадуа и полковник Ращ Цвижба. С целью обсуждения базовых вопросов актуальной повестки в республику по поручению министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева прибыл начальник Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу генерал-полковник полиции Сергей Бачурин. Во встрече приняли участие начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант полиции Владимир Андреев. В Рио министра внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике полковник полиции Владимир Нефедов. Начальник ОМВД России по федеральной территории Сириус полковник полиции Александр Куликов. После приветствия министра внутренних дел Республики Абхазия генерал-майора милиции Роберта Кьют участники заседания почтили память погибших в ходе Отечественной войны народа Абхазии у памятника в Гагре и возложили цветы к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В заседании, проходившем в течение 2 дней, приняли участие представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации в Республике Абхазия, полковник полиции Сергей Галенков, старший инспектор по особым поручениям УМС МВД России, полковник внутренней службы Вячеслав Кушнирев, директор совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел, полковник полиции Вячеслав Смирнов, руководители подразделений и ведомств МВД России, МВД Республики Абхазия. Открывая заседание, министр внутренних дел Роберт Кьют приветствовал гостей, выразив уверенность в плодотворной работе делегатов.
даараӡа ҳаигәырӷьоит иахьа Аԥсны аҳәынҭқарраҿы шәара жәбара раҳусицура аганахьала иахьа даараӡа алыҵшәа бзиақәа ааҳарԥшхеит. Убри аганахьала иахьа иааҳҵахьоу аусқәа ахыхшьала зааҳцап ҳәа бысгәа иаанагоит. Уважаемые коллеги, участники межведомственной встречи, сегодня мы проводим рабочее заседание в рамках соглашения между Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов. Немаловажно отметить, что согласно исполнению предыдущих протоколов рабочих встреч МВД Республики Абхазия и Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, МВД Республики Абхазия и МВД по Карачаево-Черкесской Республике впоследствии двусторонних межведомственных встреч и рабочих совещаний с участием отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральной территории Сириус налаженный информационный обмен по важным пунктам деятельности в сфере предупреждения преступности в приграничных территориях. Как известно, приграничное сотрудничество основывается на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности государств, законодательства и правопорядка участвующих в нем сторон. И рассматривая итоги уже проделанной работы, мы с уверенностью можем говорить об определенных показателях и перспективах межведомственного сотрудничества. Необходимость укрепления дальнейших рабочих контактов и налаживания практического механизма взаимодействия. МВД Республики Абхазия традиционно является для нас одним из важнейших партнеров, отметил в своем приветственном слове начальник Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин. Открывая сегодняшнюю встречу от имени министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Колокольцева Владимира Александровича, приветствую всех участников заседания, а также хочу поблагодарить Министерство Республики Абхазия за теплый, радушный прием, оказанный делегацией Министерства внутренних дел Российской Федерации на гостеприимной, дружественной земле Абхазии. Лично выразить слова благодарности за оказанное внимание министру внутренних дел Республики, генерал-майору милиции Роберту Витальевичу Киуту. В сентябре этого года Республика отметила 30-летие Дня Победы и 15-летие независимости. В связи с чем разрешите от лица руководства МВД России поздравить вас, уважаемый Роберт Витальевич, и в вашем лице весь абхазский народ с этой важной датой пожелать мира и процветания республике. МВД Республики Абхазия традиционно является для нас одним из важнейших партнеров, с которыми нас связывают общие цели и задачи в борьбе с преступностью на международном уровне. Министерство внутренних дел Российской Федерации нацелено на дальнейшее развитие взаимоотношений в рамках деятельности комитетов органов внутренних дел приграничных регионов по таким приоритетным направлениям, как борьба с международным терроризмом, трансграничной преступностью, в сфере незаконного оборота оружия, наркотиков, а также розыска преступников. Еще раз хочу выразить уверенность, что отношения между нашими министерствами будут плодотворно развиваться и укрепляться во благо интересов наших государств. Делегаты обсудили ряд вопросов, касающихся состояния преступности в приграничных регионах, обменялись мнениями о путях, формах и методах более действенного правоохранительного влияния на оперативную обстановку при строгом соблюдении прав человека и норм национальных законодательств. В ходе заседания были проанализированы тенденции криминогенной ситуации, вопросы, касающиеся повышения эффективности взаимодействия по линии борьбы с фальшивомонетчеством, противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, розыска лиц, скрывавшихся от органов следствия, дознания и суда, а также без вести пропавших. Участники выразили готовность всемирно усиливать сотрудничество в рамках действующей международно-правовой базы и принятых межведомственных документов, обращая особое внимание на наращивание практической составляющей. Состоялся заинтересованный конструктивный обмен мнениями по улучшению двустороннего взаимодействия на приграничных территориях. Высказан ряд конкретных предложений, направленных на повышение эффективности сотрудничества. Участники мероприятия положительно оценили проводимую работу, обозначили приоритетные направления и подчеркнули необходимость укрепления межведомственных контактов между территориальными подразделениями приграничных регионов. По результатам встречи представителями делегации подписаны итоговые документы, в которых нашли свое отражение обсуждаемые вопросы.
Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между министерствами будет крепнуть и развиваться. Министру внутренних дел генерал-майору милиции Роберту Кьют вручена памятная медаль Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу за заслуги. Участники заседания выразили признательность министру внутренних дел Абхазии Роберту Кьют за гостеприимство и высокий уровень проведения встречи. В завершении мероприятия состоялся обмен памятными подарками. Незаконное хранение наркотического средства в особо крупном размере, а также культивирование наркосодержащих растений вменяются жители села Гумиста Сухумского района. Далее в нашем выпуске оперативная съемка МВД. В результате совместно реализованной оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска и милиции общественной безопасности ОВД по Сухумскому району СГБ Республики задержан и водворен в изолятор временного содержания Губля Отар Русланович, 1977 года рождения. В ходе обследования жилища последнего в спальной комнате обнаружены и изъяты 4 стебля растения со специфическим запахом, а также сухое вещество растительного происхождения. В ходе дальнейшего обследования жилища в нежилой комнате сотрудниками милиции обнаружены 192 стебля растения с листьями, которые были опечатаны и изъяты. На приусадебном участке, прилегающем к дому, обнаружен корень растения, предположительно конопли. Согласно проведенному исследованию экспертами экспертно-криминалистического центра МВД Республики Абхазия, общая масса изъятого наркотического средства марихуана составила 1 килограмм 230,86 грамм. Сам же задержанный находился в состоянии наркотического опьянения веществами марихуана и метадон. Губля Отару Руслановичу вменяются преступления, предусмотренные частью 3 статьей 223, частью 1 статьей 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Решением суда Сухумского района гражданин Губля заключен под стражу. Делегация из Абхазии принимает участие в Южно-Российской математической олимпиаде для девочек Ассара, которая открылась в Майкопе в Адыгейском государственном университете. До 50 одаренных школьниц из 15 регионов России, Абхазии и Южной Осетии продемонстрируют свои знания в математике. Программа олимпиады рассчитана на 5 дней. Школьниц ждут 2 тура, а также насыщенные образовательные и культурные программы, тренировки, творческие мастер-классы и лекции. Возле республиканского стадиона от пересечения улицы Агумава до пересечения улицы Харани полностью заменили канализационные и водопроводные трубы. Работы выполняет столичный водоканал за счет средств администрации города Сухум. Сметная стоимость составляет 32 миллиона рублей. Что уже сделано и когда все работы будут завершены, узнавала Лаура Капш. С середины августа по улице Ардзенба перед республиканским стадионом и ниже столичные коммунальщики ведут работы по замене водопроводных труб. На сегодняшний день трубы проложены от пересечения улиц Агумава и Харани. С утра и до позднего вечера специалисты водоканала работают, не покладая рук. Рабочих сил достаточно и есть необходимая техника. От улицы Агумава, это улица Харани, до Судова проложена труба 450 метров, 225 диаметр трубы пластиковой. А от улицы Харани уже на уменьшение будет идти 110-я труба, которую вы видите, до Титова. Это по водопроводу. Здесь лежала чугунная труба тоже, которая, естественно, в связи с возрастом тоже давали течи, давали, естественно, какие-то повреждения периодически были. Было принято решение о замене, потому что, насколько я информирован, насколько я знаю, здесь планируется укладывать асфальт, устанавливать бордюры, бортовые камни, имеется в виду. При такой работе не поменять коммуникации, просто это... На этой же улице необходимо было заменить и канализационные трубы, которые лежат на глубине 4 метров. Поэтому сначала необходимо было разобраться с водопроводом. Стоит отметить, что канализационные трубы здесь были уложены в советское время и с того периода не менялись. Но эти трубы были уложены, коммуникации были уложены еще далеко в советское время, я предполагаю, где-то 50-х, 60-х, может быть, годов. Точно не могу сказать, но они уже, были ветхие, постоянно создавали, проблемы по канализации, по водопроводу утечки, по канализации засоры. Здесь в свое время
года 3-4 назад проводились ремонтные работы, менялись какие-то участки труб. Ну, это ремонтные работы, конечно же, они были проведены, но уже настолько все ветхое, что поэтапно начало на этом участке, значит, происходить проблемы. Значит. Вот какие проблемы происходили? Ну, здесь лежали по канализации керамические трубы, которые со временем они просто начали давать там поломки, трещины. Что касается канализации, уложили уже 450 метров, значит, 315 диаметр трубы. Работы ведутся от улицы, значит, Агумава до Харания. Особых трудностей во время проведения работ не было, отметил Даур Пачкуря и подчеркнул, что все это время население не оставалось без воды. Во время работы мы не останавливали воду. Там были моменты, когда там, если даже останавливали, буквально там на час, на два, но это как бы незначительные такие остановки были, я думаю. И то мы останавливали, не имеется в виду, там весь город. Именно этот участок, который у нас был заменен, когда копали, бывали обвалы, что там трубу понесет водопроводную, потому что у нас помимо глубины 4 метра, у нас и ширина была 4-4,5 метра. Здесь и видно, да, там местами 4, местами бывали обвалы, когда повреждались и водопроводные трубы в связи с обвалом. Значит, там, и тогда восстанавливали быстро в тот же день. На сегодняшний день выполнено 80% работ. От пересечения улицы Агумава до пересечения улицы Хараня полностью заменены водопроводные и канализационные трубы. Осталось только привести в порядок дорогу, чем сейчас и занимаются. Также параллельно заканчивают прокладку водопроводных труб от улицы Хараня до улицы Титова. Работы будут завершены в начале ноября. После того, как уплотнится грунт, начнутся работы по укладке асфальта. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Вышел очередной номер газеты «Республика Абхазия». «Чтить и беречь честь мундира». Так называется статья о молодом начальнике отдела милиции УВД по городу Сухум Леоне Хеция. На страницах газеты также можно ознакомиться с социальным медиамаркетингом, который играет важную роль в продвижении бизнеса как эффективный инструмент для установления связи с потенциальными клиентами для наращивания аудитории, повышения узнаваемости бренда. О том, как появилась идея проведения мастер-классов по живописи у студентки Санкт-Петербургской академии имени Репина Кристины Гаг, рассказывается в статье Миланы Жиба. Кристина Гаг – будущий искусствовед, а еще у нее есть своя творческая студия «Арт Сухум». В номере также можно ознакомиться с мнением музыковеда Таиси Пигуль о реквиеме Надара Чанба, выдвинутом на соискание государственной премии имени Гуля в области литературы, искусства и архитектуры. 28 и 29 октября состоится чемпионат Абхазии по конному спорту на Бзыбском ипподроме, сообщает пресс-служба Госкомспорта. В программе дня запланированы скачки на разные дистанции. Помимо скачек, наездники покажут свое мастерство в конно-спортивных состязаниях, таких как конный футбол, метание дротиков, рубка и джигитовка. В турнире примут участие 4 команды из Ачамчирского, Гагрского, Гудаутского районов и команда Рицинского национального парка. В Сухуме завершился 11-й международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов, посвященный 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. В турнире участвовали 4 команды из Барнаула, Кемерово, Чечни и Абхазии. В матче за 3-е место встречались команды из Кемерово и Барнаула. Со счетом 1-0 победу одержала команда из Барнаула. В финале встретились команды из Абхазии и Чечни. Матч завершился со счетом 4-3 в пользу чеченской команды. Лучшими игроками турнира стали Сергей Мошкин из Барнаула, Сергей Ананев Кемерово, Алхасан Парк Кузбасс, Магомед Абуев и Асланбек Шахбулатов Грозный, Мезарджиния Абхазия, Вадим Вахрамеев Кемерово и Дмитрий Удалов Барнаул. Организаторы турнира Госкомспорта Абхазия по делам молодежи и спорта и Союз инвалидов России. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 25 октября на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночи плюс 9-14, днем 18-23. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.